Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает на дальнейший рост ненефтегазовых поступлений в госказну. В этом году за счет всех дополнительных источников правительство хочет сверстать бюджет с профицитом. Во вторник Кабинет министров провел свое первое заседание в обновленном составе. Дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому, что ситуация на сырьевых рынках стала лучше, хотя этот фактор играет заметную роль. Быстрее, чем в прошлом году, растут доходы, которые не завязаны на экспорт энергоресурсов. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся. Об этом сказал премьер. Рост реальных доходов россиян в апреле в годовом выражении ускорился до 5,7% с 4,5% в марте. Рост реальных зарплат замедлился до 7,8% с 8,7% месяцем ранее, сообщил Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Среднемесячная начисленная заработная плата по оценке Росстата составила 43 550 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 10,4%, а по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. Рост реальной зарплаты в стране в апреле составил по сравнению с прошлым годом 7,8% в годовом выражении, а в месячном – 2,4%. За 4 месяца рост составил 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в Якутии сопоставимы с уровнем платежей в других субъектах Российской Федерации. Об этом рассказал Егор Борисов в ходе выступления на внеочередном пленарном заседании ИЛТУМЭН. Учитывая сложные климатические и географические условия и высокие тарифы, а также цены на жилищно-коммунальные услуги, авиабилеты, продукты питания, в 2017 году на их субсидирование в бюджете было предусмотрено свыше 20 миллиардов рублей. Нам удалось добиться того, что за жилищно-коммунальные услуги все жители республики платят только 30% от их фактической стоимости. Благодаря этому эти платежи жителей республики являются самыми низкими на Дальнем Востоке после Приморского края и сопоставимы с уровнем платежей в других регионах страны. Акционерная компания «Алроса» возобновила работу офиса в Нью-Йорке и успешно провела в нем первый за 2 года аукцион по продаже алмазов специальных размеров. На торгах были реализованы 63 лота с суммарной массой 1040 карат на общую сумму 10 миллионов 380 тысяч долларов. Мы рады возобновить работу офиса «Алроса» в Нью-Йорке и сейчас формируем его команду. Результаты прошедшего аукциона показывают, что не меньше рады этому обстоятельству и американские клиенты, для которых важно приобретать высококачественное сырье с гарантированным происхождением. Так прокомментировал итоги аукциона член правления, директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Аукцион проводился в период с 23 апреля по 11 мая. В нем приняли участие 50 компаний из крупнейших мировых центров алмазо-бриллиантовой торговли, включая 7 фирм из Соединенных Штатов и 43 из Бельгии, Индии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашение об инвестиционной деятельности с компанией Вуден Парк. Новый резидент ТОР «Индустриальный парк Кангалас» и до конца текущего года запустит цех по производству готовых деревянных домокомплектов панельно-каркасного типа по немецкой технологии. Стоимость реализации проекта составит 139 миллионов 600 тысяч рублей. Новое производство обеспечит создание 31 рабочего места. Основным преимуществом панельно-каркасного домостроения является высокая скорость возведения зданий и их энергоэффективность. Такие объекты подходят для проживания в условиях Крайнего Севера и могут возводиться в удаленных районах Якутии. Депутаты Государственной Думы предложили не ограничивать сумму заработной платы, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему. Законопроект об этом внесен в Нижнюю палату парламента. Сейчас страховые взносы в Пенсионный фонд России, 22%, берутся с годовой зарплаты максимум в 1 миллион. Если человек зарабатывает в год больше, то с превышения работодатель платит в Пенсионный фонд 10%. Авторы законопроекта посчитали, что если документ будет принят и вступит в силу в начале 2019 года, дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете Пенсионного фонда России, то есть почти триллион рублей, будет преодолен уже в 2021 году. Криптовалюты в России не собираются запрещать, но будут регулировать. Законопроект, который должен определить статус цифровых активов и особенности их использования в нашей стране, утвердила Государственная Дума в первом чтении. В существующей редакции законопроекта токены и криптовалюты предлагается считать имуществом. Законными платежными средствами на территории России они не будут. Документ допускает возможность обмена токенов на рубли или на иностранную валюту. Порядок и условия таких сделок с криптовалютой дополнительно определяет Центробанк совместно с правительством. Майнинг, то есть добыча криптовалюты при помощи компьютерных мощностей, признается предпринимательской деятельностью и облагается налогом. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.